Аван Туссен. Сегодня для тех, кто начал изучать чувашский язык, я подготовил небольшую презентацию, которая будет включать алфавит, закон гармонии гласных, произношения, ударения, ну и несколько примеров на чтение. Ну что, приступим. Начнем с алфавита. Алфавит. Современный алфавит чувашского языка включает 37 букв. Это 33 буквы русского языка и 4 специальные буквы, которые обозначают особые звуки чувашского языка. В частности, А, С, И. Вот как выглядит современный чувашский алфавит. Надо сказать, что названия согласных букв, они э, произносятся добавлением гласного А. Ну, например, Б, В, Г, Д и так далее. Особые звуки чувашского языка. Начнем со звука А. Звук А, буква с А с крышечкой или иначе с краткой сверху, это такой краткий гласный, напоминающий звук О в безударных словах. Например, купол, холод, коза. И примеры с чувашским языком. Вал. То есть мы как бы говорим В и Л, и между ними появляется какой-то такой звук, причем произносим твердо, да, и появляется такой звук, который как раз и напоминает нами искомый звук. Вал. Если мы, конечно, хотим и это слово, ну, сам по себе он короткий, поэтому вот очень часто вот он слышится очень действительно кратко. Но если мы хотим его как бы удлинить, мы говорим «волла». И мы слышим какое-то как бы нечто похожее на «о». «Волла». Чаваш, чаваш, смах, самах, фуран, фуран, тавадап, тавадап, комал, комал, сямал, сямал. Слушаем и повторяем. Вол, чаваш, самах, фуран, тавадап, комал, сямал, таван. Ащта, пула, каван. Звук Звук буква с крышечкой или иначе с краткой сверху, это также краткий гласный. Нечто похожее на огубленный русский звук «э». «Э» мы чуть шире произносим, это «э», но оно огубляется. «Э». Например, «тель», «ре», «тимер», «кебер», «тере», «эмер», «кемель». Сравните. «Пер», 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 «лере», «чере», «лере», «чере». Слушаем и повторяем. Тель, пре, тимер, кебер, тере, эмер, кемель, пер, пер, лере, чере, чембер. Теперь переходим к звуку «щ».
Надо сразу сказать, что этот звук в разных диалектах произносится от откровенного «ся» до «щ». Что-то такого двойного «щ», как будто бы. Например, «щапла», «так», «да», «пущ», «голова», «вещь», «лететь», «лети», «щебещ», «нежный», «щивор», «спать» или «спи», «сюлевещ», «рысь», «щеже», «нож», «пулощ», «рыбак», «щемже», «мягкий». Слушаем и повторяем. «Щапла», «пущ», «вещь», «щебещ», «щивор», «сюлевещ», «щеже», «пулощ», «щемже», «щер». Ну, как я уже сказал, в диалектах можно услышать и «сюк», «саванась», «саванась», даже так. Ты как, очень активно. Звук «и». Звук «и», буква «у» с двумя короткими косыми палочками. Гласный звук, напоминающий русский звук «ю» в словах «жюри», «тюль». Например, «тюря», «кюля», «юнер», «üzüm», «şüş», «sün», «tüledip», «ütpü». Слушаем и повторяем. «Тюря», «кюля», «юнер», «üzüm», «şüş», «sün», «sün», извините, «tüledip», «ütpü», «şüredip», «pelü». Закон гармонии гласных, сингармонизм. Еще один достаточно важный закон в изучении чувашского языка – это закон гармонии гласных. В чувашском языке, как и в других языках, в общем-то, этот закон занимает большое значение. Что он из себя представляет? Это уподобление гласных по открытости и закрытости, ну и по другим некоторым принципам. Ну, в частности, мы сейчас будем говорить по открытости и закрытости, а в частности, после гласного переднего ряда, то есть гласных, которые как будто впереди произносятся, как правило, следует гласного именно переднего ряда, а за гласными заднего ряда – гласные заднего ряда. К гласным переднего ряда относятся такие гласные, как е, ну, этот вариант по сути, да, мы знаем, и, ü, и они смягчают стоящие согласные, поэтому их иногда называют мягкими гласными. В то же самое время гласные заднего ряда у делают рядом стоящие согласными твердыми, и поэтому их иногда называют твердыми гласными. Отсутствие мягкого знака. Поскольку мягкие гласные смягчают согласные, то, как правило, в чувашских словах с мягкой основой, то есть там, где слог содержит мягкие гласные, мягкий знак опускается. Тогда как в твердых основах, если нужно смягчить слово, то он ставится. Сравните. Леть, он знает. То есть мы мягкого знака здесь не ставим. Почему? Потому что стоящие в слове гласные, они смягчают рядом стоящие согласные. Поэтому мы произносим мягко, плеть. Но вот калать мы не можем не поставить мягкого знака, потому что в произношении он требуется. И на письме мы тоже его обозначаем как отдельной буквой мягкий знак. То есть у нас есть, если бы у нас убрать этот мягкий знак, мы прочитали калат.
Что это? Вот, а колоть, поскольку искомое слово именно колоть, то мы обязательно должны его поставить. Или вот, например, слово шель. Мягкий гласный, он смягчает рядом стоящие согласные. Шель получилось. Халь не смягчает, и нам надо, в общем-то, показать, что здесь надо смягчать. Парность гласных. В соответствии с данным законом аффиксы, которые присоединяются к основам, имеют два варианта. Для мягких и для твердых основ. Ну, например, мы возьмем «пель» – основа глагола «знать». «Пельмеле» – нужно знать. Или, например, «пель-эдеп», «пеледеп» – я знаю. Но вот если мы берем слово «кала», то та же самая основа, с основой «кала» сказать, то аффикс, который обозначает «нужно», он уже меняется. Вместо «меле» мы говорим «малла», то есть в соответствии с гармонией гласных. «Кала-малла» или «пеледеп», «каладоп». В целом все твердые гласные имеют мягкую пару. А, Е или А, У, И. Нарушение закона сингармонизма. Понятно, что в силу того, что слова заимствуются из других языков, где нет этой гармонии гласных, или они фонетически еще недостаточно были адаптированы, или какие-то слова были соединились, и так далее, получились такие слова, где этот закон стал нарушаться. Как я уже сказал, чаще всего это происходит с заимствованными словами, которые фонетически не адаптированы. Например, музей-ра, музей. Музей вроде как бы мягкая основа, но звучит он твердо для чувашского уха, поэтому мы приносим музей-ра в музее. В сложных словах, например, азане, раньше это было слово асла, анне, старшая мама, азане получилось. В современном языке это бабушка со стороны папы. И с одновариантными аффиксами «сэм». То есть в диалектах мы встречаем пару «сам», но в литературном языке, о котором мы говорим, есть только один вариант – «сэм». Для всех слов с мягкой или для твердой основы. «Калавзем». Еще раз говорю, что в каких-то диалектах вы можете услышать «калавзам», «лажазам», там, лошади, например, вместо «лажазем». Ударение. Основные правила ударения, или, наверное, самое основное правило – это то, что ударение падает на последний слог. Примеры. Кала, тован, перле, самана, кюреть, хыбар, томана. Последний слог везде. Однако, если в конце слово стоит краткое гласное, то ударение смещается как бы влево, на предыдущую не краткую гласную. То есть у нас их кратких две. О и Всего две. Вот, например, алок. Видите, с крышечкой, она, краткие как бы гласные, они боятся ударения, и поэтому у нас ударение смещается на предыдущий слог. Получается алок, дверь. Симес, зеленый. Ида, собака. Итледеп, слушаю. Ну или вот ларабар. На первый слог здесь падает. Бывают случаи, когда в слове все гласные краткие. В этом случае ударение будет ставиться на первый слог. Например, херля, красный, варм, длинный, торжеп, постараюсь. Заимствованные слова. Правило ударения в чувашских словах распространяется только на исконно чувашские слова и фонетически адаптированные заимствованные слова. И не распространяется на слова, заимствованные из русского языка, не адаптированные. В таких словах ударение так же, как в русском языке, ставится по-разному. Например, кофе, кризис, условий. В чувашском языке произошло как бы усечение последнего гласного. Мы слова, которые заканчиваются на «ия», мы
последние гласные исчезают, и получается, как правило, остается только «и». Вот один из таких примеров условий. А хотя ударение остается как в русском языке, в том же месте. Разумеется, бывают случаи, когда только по контексту можно понять, по нормам какого языка следует читать слово. Например, русское слово «карта», ударение на первый слог, и тоже в чувашском языке есть слово «карта». Но в чувашском языке есть слово «карда», изгородь. Здесь ударение падает на последний слог. То есть мы читаем по правилам чувашского языка, не по правилам русского языка. Пробуйте прочитать. Черя, живой. Чере, сердце. Попробуем следующую строчку прочитать. Комал, кемель. Ну, вот очень хороший пример со словом, с 4 следующими словами. Товар, тавр, товар, товар. Еще раз прочитай. Товар, тавр. Четвертое упражнение, скажем так, плеть. Он знает, да? Плеть. Следующее слово прочитайте сами. Теленмелле. Теленмелле. Ковайт. Кожал. Киве. Щеня. Озвучение согласных. Надо сказать, что в отличие от русского языка, где согласные можно разделить на три типа, звонкие, глухие и сонорные, в чувашском языке всего только 2 типа. Это глухие, вот эти звуки п, к, т, ш, с, щ, х, ч, и сонорные в и кратко л, м, р. Чтобы запомнить сонорные звуки чувашского языка, можно воспользоваться каким-нибудь словосочетанием. Например, левый номер. То есть тут все согласные звуки у нас сонорные. При этом глухие согласные в позиции между 2 гласными озвучаются. Гласный, гласный, посередке согласный, глухой согласный, он произносится звонко. Давайте рассмотрим примеры. Со звуком П. Шубашкар. То есть вы слышите звук, который не совсем Б, но и уже не П. Для русского уха это больше воспринимается как звук Б. Для чувашского уха это все-таки один звук. Это как бы вариант звука П. Просто он чуть интенсивнее произносится. Если вы попросите носителей языка сказать, скажи, пожалуйста, Чебоксары по-чувашски, но медленно, они вам четко произнесут Шубашкар. Если мы попросим их произнести быстро, конечно, вы услышите более интенсивный звук П. Шубашкар. Вот, и вот к этому надо привыкать, да, то есть поэтому в словах мы видим не Б, не Шубашкар, потому что это не Шубашкар, а именно Шубашкар. Звук П, но более интенсивный. Читаем дальше. Тюбе, Пеледеп, Агадуй, Фуган, Яга. Вы слышите, наверное, озвучение, да, то есть вот эти все звуки озвучаются. Звук Т. Адал, Седель, Вада, Ше. Кужар, Кужак, Юнажар, С. Пазар, Узал, Üzet, Ş. Becer, Юже, Щеже, Х. Паха, Кахал, Сахал, Ч. Адя, Педжек, Тюреде. Звончение с сонорными гласными. Дело в том, что если сонорные гласные стоят перед глухим согласным, ну вот смотрим
Слово мунджа. Он озвончается. Н, значит, это у нас сонорный, потом стоит глухой, то, в общем-то, мы озвончаем по нормальным правилам озвончения. То есть сонорный это, по сути, как бы такой, он удлиняет, скажем так, он тоже такой переходный вариант звука, как бы, да, гласного звука, мунджа. И поэтому у нас вот это озвончение происходит. Мунджа, мунджа, курдом, курдом, пельзень, пельзень. Озвончение не происходит, если сонорные согласные стоят после глухого звука. Например, щап-ла. Мы как бы их разделили. Щап-ла. П глухой, но сонорность с ним, следующий сонорный, Л. Здесь, в общем-то, ничего не происходит, никакого озвончения нету. Щапла, потому что П уже прерывистый такой звук, и ла уже мы как бы добавляем к этому прерывистому звуку. Щапла, касно, утрав, утрав. Двойные согласные. Если озвончение не происходит, то на письме это обозначается двойными согласными. Например, чтобы сказать старшая сестра, мы говорим апа. То есть там двойное п. Ну, с одной стороны, даже оно слышится апа. И, конечно, на письме обязательно мы обозначаем две п. Если мы поставим одну п, мы это будем произносить как аба. Аба. Или кука. Дядя, брат матери, патер. Патер. Лавка. Знаете русское слово лавка, да, которое перекочевало в современный чувашский язык. В русском языке это архаизм, в чувашском языке это нормальное слово. Лавка, и мы пишем две к. Почему? В противном случае, если мы не напишем две к, мы должны будем читать лавга. Почему? Потому что это фонетически уже адаптированное слово и воспринимается чувашским словом, поэтому вот мы его пишем лавка. Аша, его отец. Кудамка. Самая история. Примеры. Давайте прочитаем эти примеры. Упражнение на чтение. Щин, челье, хитрее. А вы тоже пробуйте читать. Палаш, юрать, вогот, козакло, педемишле, аджалах, уйрмлах, немножко длинное слово, адаланмалла, адаланмалла. Попробуйте еще раз. Адаланмалла. Кирля. Ну и небольшие словосочетания, предложения. Эбе, чевашла, верене. Веренеп. Тут я написал, буду учить чувашский язык, прошу прощения. Эбе, чевашла, веренеп. Я буду учить чувашский язык. Угу. Кумень. Что это? Кумень. Слышите, мягкий знак, как будто мы хотим поставить, да, но мягкого знака мы не пишем, но произносим мягко. Кумень. Эземень таваден. Эземень таваден. Вол хожан килеть. Вол хожан килеть. Вол межере кильдже. Вол межере кильдже. Калаза педермещук. Калаза педермещук. Если мы произнесем быстро это словосочетание, мы можем услышать, как идет озвучение и звука П. Педерме, вот слово педерме. Калаза педермещук. Калаза педермещук. То есть автоматически мы озвончаем это. Когда мы говорим медленно, мы произносим достаточно так, как и написано, скажем так, да? Калаза, калаза, тедерме, сюк. Ну что, верно, все на этом. Спасибо. Тавдабусь. Тавдабусь.
Останавливаю презентацию. Завершить. Остановить запись здесь.